Как выяснилось, ремонтные работы по укладке водопровода в селе Дранда не проводились более 25 лет, вследствие чего трубы, а точнее то, что от них осталось, не функционировали. Более 350 семей были вынуждены обходиться без современных благ цивилизации в виде чистой питьевой воды. Ее приходилось добывать по старинке из колодца. В рамках инвестпрограммы в 2016 году в селе Дранда были начаты работы по укладке водопроводной трубы. Однако из-за задержки финансирования они были приостановлены. По инвестпрограмме 10 миллионов 130 тысяч надо было освоить в мае месяце в этом году. Ну, по причине, что задержка была в инвестпрограмме, только мы в мае мы получили, в этом году финансирование была задержка, за это у нас немного задерживаемся. Сейчас надо запустить воду, полностью проверить, санэпидстанция, все должны провести все работы соответствующие по санэпидстанции, прочистки труб, хлорирования. И несколько раз должны промыть. После возобновления финансирования работы продолжились. Была проложена труба протяженностью 8 километров. Кроме того, за время ремонтных работ были вырыты 70 колодцев для нужд сельчан. Но чтобы усилить напор воды, необходим был трансформатор. Госкомпания Апснергылара взяла на себя решение этой проблемы. И здесь был установлен новый трансформатор. Здесь не было установлено трансформатора и подводящие линии электропередач. Все это было заменено, были установлены новые опоры, как я уже сказал, сам новый трансформатор, установлен новый насос фирмы Grundfos, это немецкая фирма. Сейчас вот как бы ведем работы уже, в принципе, можно сказать, что мы уже на финишной прямой. На данный момент ремонтные работы по восстановлению подачи питьевой воды более чем 300 семей села Дранда близятся к завершению.